вами присутствуем на вебинаре. Тема вебинара – это формирование системы химических знаний в процессе подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. Зовут меня Оксана Валерьевна Витязева и являюсь учителем химии школы номер 36 города Сыктывкара. Мы с вами знаем, что подготовка учащихся государственной итоговой аттестации – это системная работа в первую очередь, которая включает в себя как формирование и развитие психологической, педагогической, личностной готовности всех субъектов образовательного процесса. Это, конечно же, учащиеся, учителя и родители. То есть мы с вами знаем, да, что здесь подготовка идет комплексно, как родителей, так учителей и так самих учащихся. Целью психологической подготовки, конечно же, является выработка психологических качеств, умений и навыков выпускников, которые будут способствовать. В первую очередь, конечно же, чтобы на экзамене выпускник смог совладать со своими эмоциями. Мы не раз с вами наблюдали ситуации, когда на экзамене ребенок приходит, и от волнения у него начинается плохое самочувствие, да, нервозность какая-либо и так далее. То есть он не может сконцентрироваться. Также, конечно же, развитие памяти и навыков мыслительной работы, умение мобилизировать себя в решающей ситуации. Все это способствует подготовке и прохождению государственной итоговой аттестации и поможет ребенку более качественно подойти к самому процессу и успешно написать экзамен. Что касается психолого-педагогической подготовки к экзамену, конечно же, здесь необходимо выделить следующие направления в плане предметной подготовки учащихся государственной итоговой аттестации. Здесь дети должны понимать, в каком виде, да, встретят они задания, выглядят на экзамене. Далее, они должны уже уметь решать задания разного уровня, как базу, так и повышенный и высокий уровень. У них должно быть формирование положительного отношения к экзамену, что действительно мы к этому идем все 9 лет, и чтобы уже на выходе после 9 класса успешно сдать экзамен. Формирование роли участника экзамена – это тоже немаловажно. Развитие самоконтроля, формирование уверенности и положительной самооценки. Ребенок, идя на экзамен, он четко должен понимать, что да, ничего страшного не происходит, 9 лет он к этому шел и достойно выступит на экзамене и получит свои честно заработанные баллы. Если, конечно же, он работал и подготовка шла как родителей, учителей и его в комплексе, то, конечно же, и выход будет очень большой, и процент удовлетворения, да, будет тоже максимальный. Здесь необходимо понимать, что при организации подготовки к предметной области, да, у нас материал большой. Весь 8-9 класс у нас идет на выпуске, и темы представлены в государственной итоговой аттестации. Здесь, конечно же, мы должны начинать с целенаправленной систематической работы по организации повторения материала по предмету. В наше время мы сами видим, да, что это эпоха гаджетов, да, и ребенок что-то подучить, что-то, допустим, запомнить, выписать, ему уже легче сфотографировать, прикрепить что-то файлом готовым, да? Поэтому здесь, конечно же, объем материала ребенок должен запомнить. И в связи с этим очень грамотно учителю нужно организовать повторение. Но мы с вами знаем, что повторение бывает и в начале учебного года, и текущие, и тематическое, и итоговое. Сейчас подробно мы над этим остановимся, и я расскажу, как я это делаю, поскольку мы с вами знаем, что авторы учебников по городу Сыктывкару, а по республике тем более разные. Каждый учитель уже выработал свою систему и готовит учащихся уже по своей методике. Начнем повторение в начале учебного года. После каникул
Да? Первое время, опять же, дети приходят, 3 месяца каникулы прошли, ребенок снова адаптируется к школе. И, конечно же, мы должны помочь восстановить в памяти учащихся важнейшие сведения по пройденному материалу. Мы с вами помним, что в 8 классе очень огромный материал идет на изучение. Это и классификация, в зависимости, опять же, от авторов учебников. Это у нас идет и уравнивание реакций химических, составление химических реакций. Поэтому здесь каждый учитель должен уже сам планировать материал по своему классу. И мы знаем, что классы бывают разные. Поэтому мы прекрасно знаем свои классы. Уже исходя из класса, мы уже делаем задания на повторение, да, на отработку знаний и умений. И также в этом положительную роль будет играть так же, как и использование интеллект-карт, карт понятий, либо еще их называют ментальные карты, которые, если вы, допустим, использовали в 8 классе. Вот когда, например, дети ко мне в 8 классе приходят, я их учу потихоньку, даю понятие, что такое интеллект-карта, как она выглядит, что надо туда вписывать. Конечно, работы в плане интеллект-карт, мы к ним чуть позже вернемся, разные. Да? Ребенок по-разному видит и по-разному их составляет. Если, допустим, они у них сохранились после 8 класса, конечно же, на второй урок я уже прошу, говорю, дети, принесите с собой интеллект-карты, да, и поговорим, повторение сделаем, опять же, по ним, чтобы они могли что говорить, рассказывать и легче так вспомнить, чтобы уже не листать учебники, да, вы сами понимаете, что объем большой. Текущее повторение это у нас идет для закрепления материала, тренировки и развития закрепления умений и навыков, также чтобы мы увидели вот эти проблемы, пробелы небольшие в знаниях по текущим темам. Это уже после повторения в начале года, как идут у нас темы, в зависимости, если автор, конечно, Кузнецова, то мы идем всю первую четверть, это теория электролитической диссоциации, одна из важнейших тем, которая ложится на государственную итоговую аттестацию. Поэтому здесь, конечно же, необходимо текущее повторение делать и тем самым смотреть, чтобы база у ребят села. Да? Так. Тематическое повторение, но оно не особо отличается от текущего, да. Мы видим, что у нас также идет систематизация знаний, полученных детьми при изучении определенной темы или раздела. Вот здесь, особенно в 8 классе, уже вот тут, как только уже мы проходим классификацию веществ, мы знакомимся, что такое оксид, основание, соль, кислота, вот тут потихоньку я начинаю вводить им интеллект-карты. Интеллект-карты, карты понятий, да, и здесь есть дети, которые красочно, да, больше картинками составляют, кто-то прописывает реакции по-разному. Конечно же, интеллект-карты помогают и в плане коммуникативном развитии детей, и опять же, они переработка информации. Давайте посмотрим здесь. Интеллект-карты привела я пример, как по теме сероводород, да, мы видим, что тут и строение, и применение, и физические свойства, и несколько химических свойств. Она уже больше тематическая. Вот здесь это у нас интеллект-карта восьмиклассников. Мы видим, что по классическом виде, да, без реакций. То есть ребенок должен привести пример, знать определение. Зная определение, он уже гуляет по своей интеллект-карте и тем самым рассказывает. Особенно перед зачетами. Если устраивать зачеты тематические, то это очень удобно. Очень удобно у ребенка перед глазами интеллект-карта, чтобы он четкий алгоритм знал, как, что, куда и двигаться. Здесь мы уже видим интеллект-карту по теме металла. Да? Здесь интеллект-карта это учащегося 9 класса. Мы здесь видим реакции. Да? То есть ребенок выделил общее пока, да, что, как получается, применяются где и так далее. Мы уже знаем, что, к сожалению, из года в год на
ОГЭ по химии задания у нас усложняются. Очень много нюансов, вот прямо штучных реакций и так далее, да. Поэтому здесь ребенок сначала делает общие по металлам, а потом уже точно так же разбирает. Потому что проанализировав методические рекомендации, мы видим, да, что выпадение идет заданий, где у нас идет химические свойства простых веществ. Это первое. Самый большой процент выпадания у ребят – это, конечно же, химические свойства простых веществ. И вот если, допустим, вы можете, коллеги, проэкспериментировать, особенно в 9 классе, с теми детьми, кто у вас уже на сегодняшний день выбрал сдачу экзамена химию в формате ОГЭ. Здесь вы можете предложить им определенный металл, либо точно так же не металл, да, и чтобы он собрал по нему всю информацию, химические свойства. Можно сначала схемой, далее уже реакциями. Здесь мы видим аммиак, да, каждый год он встречается, поскольку у нас прошлый год мы с вами писали в виде контрольной работы, а позапрошлом году у нас по уважительным причинам государственная итоговая аттестация по химии была отменена, но до этого, да, до 2018 года у нас экзамен шел, и каждый год на экзамене был аммиак. Особенно окисление аммиака бывает в задании номер 20, то есть ребенок уравнять должен методом окислительно-восстановительную реакцию методом электронного баланса. Здесь опять же очень важно, что и степень окисления азота дети все время путают, к сожалению, да, поэтому вот таких интеллект-картах можно будет отрабатывать, и вы потом будете видеть, если ребенок работает по интеллект-карте, он умеет говорить и излагать свои мысли и двигается в правильном направлении, то и срезы контрольные будут показывать, что да, действительно, вот это им уже усвоено. Что касается итогового повторение, конечно же, у нас идет в конце чаще всего учебного года. Да? Здесь, конечно, огромный пласт знаний мы должны будем проверить за короткое время. Поэтому здесь, в принципе, действительно, успех будет только в том случае, если в течение года была проведена систематическая работа учителя с учащимися, да, и мы уже будем видеть, что если ребенок работал, у нас дети все-таки разные, да, у кого-то уровень чуть пониже, кому-то легче дается, кому-то тяжелее запомнить, да. И вот здесь опять же интеллект-карты, благодаря этим можно и устраивать на уроке порой парные и групповые небольшие работы. И здесь, что касается для повторения, здесь для итогового повторения я использую свою авторскую методическую разработку, которая у меня так и называется. Методическая разработка по химии для подготовки к ОГЭ. У нас все равно с вами из всех классов 9 вычленяется в начале 9 класса группа детей, которые замотивированы, которые хотят не просто на базовом уровне знать наш предмет, а немножко в углубленном виде. Поэтому здесь такую группу детей, особенно в течение года и на итоговом повторении, очень удобно использовать вот задание данной методической разработки. Сейчас я вам более подробно про нее расскажу. Методическая разработка моя, она примерно была сделана в течение 2 лет, начиная от 13 до 15 года. То есть некоторые были уже у меня наработки, и из года в год она модернизируется. Как только изменения ОГЭ происходят, точно так же я задания в них начинаю менять под новый формат по проекту, да, и чтобы детям было удобно. Здесь методическая разработка у меня состоит из 2 частей. Первая часть – это задания по содержательным блокам, а вторая часть – это уже сами демо-версии. Причем, если вы помните, то до последних изменений мы с вами каждый год писали пробное ОГЭ по химии, да, то есть здесь, в принципе, я всегда брала отсюда 2-3 варианта, и вот эти варианты мы с вами прописывали как раз уже на
город Сыктывкар я отправляла и писали вот эти пробники по заданиям из данной методички. Здесь, конечно же, все задания составлены и подобраны в соответствии с предметными умениями, требований проектов, новой спецификации, демо-версии ОГЭ по химии 2022 года. Поскольку у нас уже на сегодняшний день пока сохраняется модель, в которой уже сделано под ВГОС задание уже сделано. У нас нет как таковой тестовой части там, да, у нас уже выбор ответа, причем у нас однобальные задания с 2 выборами ответа. И здесь получается, что структура данной методички тоже из года в год меняется. Из года в год меняется. По первой части еще раз, да, понятно, что здесь у нас по содержательным блокам это 6 блоков, они у вас указаны на слайде. Здесь в данном контексте удобно использовать вот эти задания. Тематическое, допустим, у нас идет повторение. Вот тему мы прошли, классификацию, даже начиная с 8 класса, чтобы дети видели, как это встречается данная тема на экзамене. Обычно в проверочных работах я прям либо на закрепление материала, таким образом я им и выдаю. То есть я сделаю из методички, беру данную тему и привожу. Тогда уже ребенок видит, что одно дело, он уже понял классификацию, он уже умеет там разбираться, и он уже видит, как это умение он должен показать в каком виде на экзамене. Опять же, достаточно идет все успешно. Все идет успешно. Здесь на слайде представлены задания. Здесь мы видим, что задание, например, номер 7. Номер 7, оно сделано тут уже в новом формате по проекту 2022 года. Нам даются всегда 5 веществ. Причем мы видим, что вещества могут быть даны готовыми формулами, либо даны словом. Если словом, конечно, в первую очередь ребенок должен что сделать? Составить. Дальше правильно расставить валентность, индексы, сколько уже операций он выполняет. Потом определить каждое вещество по классу, классифицировать. Далее уже должен выбрать по заданию. Не так давно мы с вами тоже встречались, говорили про функциональную грамотность, я, мои коллеги. И здесь, конечно же, возникает нюанс, и если вы используете такого плана задания, вы, наверное, видите, что если в задании указано сначала выписать формулу кислотного оксида, а затем основание, то не все дети акцентируют на этом внимание. То есть они могут, и чаще всего, особенно в первое время, менять местами ответы. Да, и в результате понятно, что балла нет. Хотя они потом подходят, спрашивают, почему я же выбрал и кислотный оксид, и основание, а балла у меня нет. Здесь очень важен порядок. Понятно, что к этому мы должны детей учить. Эта работа, еще раз напоминаю, да, систематическая, она идет вся в течение учебного года. Как только у нас группа детей собирается с сентября, да, обычно в сентябре, в октябре они уже самоопределяются, что да, предмет мне нравится, комфортно, могу, готов учить, работать и так далее. И здесь уже наша с вами задача научить его комфортно себя чувствовать на экзамене, уметь прорешивать задания разного уровня. И вот рядышком посмотрите, пожалуйста, на слайде задание номер 10. Мы уже там видим буковку П, повышенный уровень. Это уже 2-бальное задание. Если базовый уровень, это, конечно, 1-бальное, причем ребенок должен указать 2 цифры в ответе, да, это будет 1 балл. То здесь уже мы видим по заданию номер 10, тут уже химические свойства. То есть это означает то, что ребенок должен уметь прописывать. Он не просто должен выучить, что с чем реагирует. Да? Если там задание, допустим, под номером 12, наверное, если мне не изменяет сейчас память, то там без реакции выбрать, что с чем реагирует. Ребенок это выучить может. Но если у ребенка нет отработки прописывания реакции, и он не может составить реакцию, прописать, но тут, конечно, уже баллы он составить что?
не может, не может. А здесь мы видим, что на слайде показано задание номер 10. У нас и химические свойства и оксидов, и кислот, и... Так, что у нас еще есть? И щелочей, да, то есть тут все. То есть ребенок должен уметь прописывать данные реакции. Это опять же возвращаемся к свойствам. То есть мало того, что он должен знать свойства и, конечно же, прописывать реакции. Вторая часть методической разработки – это примерные варианты ОГЭ с критериями оценивания заданий, с развернутым ответом. При выполнении заданий с развернутым ответом наши учащиеся максимально полно демонстрируют не только теоретическую подготовку, но и уровень, конечно же, владения предметом в практической ситуации. Основой для разработки данной методички, конечно же, выступили это КИМ-ОГЭ, аналитические материалы ФИПИ, в которых определены элементы содержания, умения, типовые задания по предмету и типичные затруднения учащихся. Как я и говорила, на первом месте практически стоят задания, в которых надо... Задание номер 10 повышенного уровня – это химические реакции. Очень сильно выпадает у наших учащихся это химические свойства простых веществ. В прошлом году мы с вами писали уже, ОГЭ было в виде контрольной работы, и мы с вами видим, что по сравнению даже с прошлыми, позапрошлыми годами, очень много стало специфичных штучных вот этих реакций. Поэтому, чтобы ребенок, опять же, возвращаемся к чему? К повторению большого объема материала. Чтобы ребенок это запомнил, конечно, мы с вами должны вести систематическую работу в течение всего учебного года. В течение всего учебного года для того, чтобы он умел, не растерялся, да, когда пришел на экзамен, увидел данного плана задания. Вот здесь я сделала большой скриншот по второй части, не по второй части, а вот задание, получается, задание номер 10, задание номер 12 у нас типы, признаки химических реакций. Здесь, конечно же, уже мы помним, что у нас нововведение последние 2 года, это задание номер 15, уже снова появилось задание по процессу, да, процесс окисления, либо процесс восстановления. Процесс окисления. То есть методическая разработка выглядит вот таким вот образом. Да? Она собрана, нумерация сквозная, точно так же, то есть она полностью соответствует демо-версии УГ 22 года, ну и предыдущих лет точно так же. Здесь мы видим по второй части, это у нас 20-е задание, оно как и раньше было, также осталось, это у нас окислительно-восстановительная реакция. 21 это видоизмененная. Последние 2 года это у нас цепочка превращений. Достаточно сложное задание. Очень много нужно мыслительных операций. Вот мы опять же сюда во что упираемся? Химические свойства. Поэтому в данном случае, как показала моя практика, использование интеллект-карт. Интеллект-карты не обязательно ребенок туда все прописывает. Бывают дети, которые маленькие интеллект-карты составляют конкретно, допустим, по щелочам, по растворимым солям, дальше по нерастворимым солям и так далее. Им просто это легче тогда выучить. И когда они при работе в парах на факультативных занятиях уже рассказывают друг другу, да, тогда уже видно, кто владеет материалом, и при этом даже видно, кто просто выучил, но немножко понимания как будто бы нет. И видно тех, кто у нас уже понял и умеет применять уже данные знания на практике. 22 задание – это у нас расчетная задачка в 3 балла. Далее мы видим с вами 23 задание. Это у нас химические, опять же, свойства. Химические свойства и признаки реакции. И мы помним, что в 24 задании это у нас проведение опыта, да, того, что ребенок описал в 23 задании. Помимо этого, помимо теоретической части, я, коллеги, понимаю, что у нас 2 часа
неделю химии, да, и объем материала за 8-9 класс очень большой, конечно же, тут и не обойтись без неурочной работы. Мы должны с вами научить работать детей наших руками, да, то есть они должны правильно держать пробирку, правильно наливать, правильно держать химическую посуду, но хотя бы они должны знать, как они называются, да, как это выглядит, как правильно зажигать спиртовку, как ее правильно тушить, как правильно, сколько объемов брать, сколько наливать. И тут опять же, мы говорили еще в начале нашего вебинара про психологическое состояние ребенка. Ведь одно дело, когда он пришел на экзамен, получил свой вариант, все расписал, а второе, когда ему уже надо делать практическую часть, причем мы помним, что по технике безопасности за практической частью наблюдает у нас два эксперта. Дети наши начинают действительно волноваться, рука начинает трястись. Пролили, если, допустим, не дай бог, ребенок пролил раствор, так все, у него уже конец света, как говорится. Поэтому вот такие нюансы мы с детьми, например, отрабатываем, обыгрываем, особенно во внеурочной деятельности, когда это уже ближе, конечно, к весне идет, то есть как только у них уже багаж готов знаний, да, мы видим, и по подготовке на консультациях, на внеурочной деятельности, мы с ними обыгрываем эти ситуации. Встают два эксперта и уже смотрят за именно методикой проведения экзамена. Всему этому мы обязаны детей наших учить, чтобы уже на экзамене он пришел еще раз уверенно. Не так, что он 3 дня до экзамена не ест, не спит, потому что у него уже все. Нервы расшатаны, родители начинают волноваться, учитель начинает волноваться. Если мы с вами будем работать в комплексе, родитель, ученик, учитель, то, конечно, результат будет. И результат будет достаточно неплохой. Здесь немножко резюмирую, что моя методическая разработка помогает систематизировать знания по предмету, сконцентрировать внимание на наиболее важных вопросах, выносимых на итоговую аттестацию, правильно выстроить стратегию, тактику подготовки к ОГЭ. А это немаловажно, поскольку мы с вами понимаем, что мы не можем ребенка готовить по сквозной нумерации. У нас определенные блоки. Мы проходим материал по блокам и уже берем конкретные задания, и уже отработка идет данных заданий. Также понять структуру варианта экзаменационной работы, оценить общий уровень, правильность распределения времени. Это немаловажно. Иногда дети бывает, что на экзамен сейчас даются 3,5 часа. Бывает, что ребенок за 3,5, если убрать даже практическую часть, если мы, допустим, проведем с вами пробный экзамен без практической части, дадим им 3 часа, некоторые детки не могут правильно распределить свое время написанию экзамена. Конечно же, это немаловажно. Данной методической разработкой уже много лет пользуются мои коллеги. Это с 24-й школы города Стевкар Анна Львовна, школа номер 4 Светлана Ильинична Баховцова, Рочева Евгения Владимировна, гимназия номер 1. Да? И приятно слышать от коллег, что да, действительно, очень удобно использовать ее как на зачетах, как в подготовке к ОГЭ, так и брать задания оттуда в тематических проверочных работах. И уже мы с 8 класса можем ребенка познакомить с той же структурой экзамена. Здесь я для вас привела результаты моих выпускников, начиная с 13 и до 18 года. Но с 13 до конца 15 ушло, наверное, где-то у меня 2 года для того, чтобы самой, да, систематизировать, учитывая, что в школу я пришла в 11 году. У нас ОГЭ появилось вот в 13. До этого у нас был традиционный экзамен. Здесь мы видим, что есть у нас в 2014 году количество моих выпускников, выбирающих осознанно, да, выбирающих уже экзамен, было 9, то уже к 2017 году их становится 27, 26. То есть мы видим, что количество детей растет. Но самое главное, приятно отметить, что растет качество. Это говорит о том, что да, действительно, данная разработка работает, ее удобно применять как на уроках, так и в неурочное время. И опять же дает это выхлоп
выход большой, да, мы видим, что количество пятерок растет, количество пятерок. Далее, конечно же, обязательно всегда учителю нужно из года в год делать анализ, особенно по второй части, когда мы с ребятами с новым 9 классом, желающими, кто собирается сдавать экзамен, я всегда им провожу на первой консультации, это первое, мы рассматриваем сам КИМ. То есть они должны видеть весь объем материала, сколько надо планотворно работать в течение года, чтобы уже на выходе после 9 класса результат был достойным их родителей, учителя. Поэтому здесь, конечно же, и очень важно рассмотреть, особенно по второй части. Из года в год, вот, начиная с 16 по 18 год, здесь у детей практически 100% стало выполнение задания номер 20, это окислительно-восстановительные реакции, окислительно-восстановительные. Здесь, конечно же, нюансы, то есть баллы были потеряны, опять же, в химических свойствах. Химические свойства простых, сложных веществ – это те нюансы, которые у нас, вот те проблемные зоны, которые выпадают. Конечно, для этого и отработки нужно больше применять. Ну, достаточно. Результат неплохой. Самый, конечно, порадовали меня. Выпуск у меня 2017-2018 год. Очень прям трудяги. Конечно, тут за этими красивыми цифрами труд. Это огромный труд. Учителя в первую очередь, учащегося и родителей, да, поэтому, конечно же, мы с вами должны работать в системе, все должны быть направлены в одну сторону, и, конечно же, тогда результат будет, конечно же, будет. Здесь мы с вами помним, мы с вами должны помнить, коллеги, что своевременная психолого-педагогическая и предметная подготовка к государственной итоговой аттестации будет способствовать успешному решению заданий предполагаемой государственной итоговой аттестации. На этом у меня сегодня все. Огромное спасибо всем тем, кто подключился. Надеюсь, пользу вы себе тоже взяли, да. Здесь, если есть, допустим, ну, в принципе, в чате я смотрю, пока вопросов нет, а так огромное, да, по поводу методической разработки. Я планирую ее опубликовать уже где-то, ну, январь месяц, наверное, да, в январе месяце она уже будет потом в открытом доступе, и все желающие смогут ей воспользоваться. Угу. Здесь как бы, да. Огромное еще раз вам большое спасибо. Очень приятно, что многие смогли подключиться. Да, это опять же поддержка. Ну и самое главное, помним, мы с вами работаем в системе ученик, учитель, родитель, и результат у нас с вами будет обязательно. Все, всем спасибо. До свидания.